Нелегкой ценой досталась победа, нелегким путем пошел народ трудовой. Да здравствует мирная жизнь, да здравствует мир на земле. Здравствуйте, дети! Тема сегодняшнего урока – герои тыла Великой Отечественной войны. Цель сегодняшнего классного часа. Дети получают общие сведения о героях тыла, узнают значение цены победы. Давным-давно была страна СССР, Союз Советских Социалистических Республик, молодая, только что созданная из рабочих и крестьян, и была огромная. Многонациональная страна жила и трудилась, и никак не ожидала врага и войну. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. И так началась Великая Отечественная война. Великая, потому что это война из самых крупнейших войн в истории человечества. Отечественная война, потому что это война защитная за Отечество. Война – это грохот, война – это голод детей, разгромленные города и села, дети без родителей, разруха – это ужасы войны. По решению правительства вывозили детские учреждения, женщин с детьми, людей пожилого возраста. С ноября 1941 года по январь 1942 года вглубь страны по железной дороге вывезли более 10 миллионов человек. Что такое эвакуация? Это от латинского слова «опорожнять», «удалять», комплекс мероприятий, организованному вывозу из городов персонал объектов, процесс организованного самостоятельного движения людей в безопасную зону. Руководящие лица молодой советской Красной Армии: Иосиф Виссарионович Сталин, верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР. Георгий Константинович Жуков, начальник Генерального штаба Красной Армии. Адольф Гитлер, главнокомандующий вооруженных силами Германии. Гитлер был уверен, что разрушение или захват половины европейской территории СССР неминуемо вынудит население отказаться от сопротивления. Вот только нацисты не рассчитали великую духовную силу советских людей. Германский фашизм – это нацисты, которые ставили свою нацию во главу мира и считали себя чистыми арийцами. Фронт и тыл были нераздельны. Подвиги совершались не только на войне, но и в тылу. С первых дней войны экономика района была подчинена интересам фронта. Тыл – это вспомогательная часть, расположенная позади действующих соединений и обеспечивающая их всех необходимым для жизни боевых действий. Герои тыла Великой Отечественной войны – женщины и дети,
до этого никогда не бывавшие на заводах, жадно поглощали новые знания и буквально поселялись в цеха. Во втором полугодии 1941 года в работу включились 360 тысяч учащихся 8, 9, 10 классов. Добровольная помощь трудящихся позволила направить на фронт более 250 тысяч самолетов, более 5 тысяч танков. Труженики села фронту. 80% всей рабочей силы в деревне составляли женщины, старики и дети. За 1941-1944 годы колхозы и совхозы дали стране 4,3 миллиарда пудов зерна. Рабочий класс фронту с 1941 по 1944 годы увеличилось производство самолетов в 3,3 раза, авиамоторов 5,4 раза, танков в 2 раза, дизельных моторов 4,6 раза. Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны стал надежным и теплым домом для множества людей со всего Союза, подарил им заботу и любовь. Наряду с Кыргызстан и Казахстан, Таджикистан, Туркменстан, Узбекистан приютили огромное количество эвакуированного населения. Огромная страна оказалась непобедима благодаря единому своем стремлении выстоять, и враг был общий, и победа. Об этом должно знать каждое поколение. Тыл обеспечивал фронт всем необходимым вооружением, военной техникой, боеприпасами, топливом, продовольствием, обувью, одеждой. Несмотря на трудности войны, советские люди сумели создать мощную экономическую базу, которая обеспечила победу. И героями были женщины, дети, инвалиды и старики. Великая Отечественная война для Советского Союза была Второй мировой войной мира, война, в которой затрагивает большое количество участников, имеет огромный масштаб действия, война, которая имеет влияние на весь мир. Советский народ в тылу работал под лозунгом «Все для фронта, все для победы». И работали для этой победы по 12 часов в сутки. Эта мировая война стала общим бедствием для населения 61 страны, 80% жителей Земли, из которых более 50 миллионов погибли. Для обеспечения возросшей потребности в электроэнергии в столице Кыргызстана в сжатые сроки построили Ворошиловскую ГЭС на 4200 киловатт и ТЭЦ завода номер 60 на 5400 киловатт. Возвели Орскую ГЭС, тепловые электростанции имени Фрунзе, Новотроицкого, Токмакского, Беловодского, Карабалтинского, Сахарного завода. В декабре 1942 года запустили Аламединскую ГЭС номер 2. И в этом году многие части земного шара отмечают 75-летие Победы. Ребята, знайте сущность этой победы. Это победа народа. Помните, они сражались на фронте и в тылу за наше с вами будущее. Обратная связь, ребята. Когда произошла Великая Отечественная война и почему она так называется? Кто были герои тыла Великой Отечественной войны? Спасибо за внимание. Я буду ждать ответы.